В этом году в целях безопасности бессмертный полк как масштабное шествие отменен, но каждый желающий смог пройти по улице с портретом своего родного бойца, чтобы показать всем, что память о героях жива. Наши деды, прадеды, как говорится, кровь отдавали за нашу родину. А мы теперь боимся какой-то там погоды, что ли? Нет, конечно. И в дождь, и снег, да хоть тут цунами будет. Дед Наум воевал, получается, Японию отбивал. А прадед Роман, получается, у него 2 войны, и гражданская, и Великая Отечественная. Это сержант Гребенкин Роман Макарович. Он, к сожалению, погиб под Москвой, но он защищал нашу родину, и мы его очень сильно почитаем. По всей стране продолжается работа по поиску и увековечиванию пропавших без вести. Уже 5-й год в России реализуется проект «Судьба солдата». Общественники помогают родным найти место захоронения бойца или просто выяснить их боевой путь. Но у нас обращений более 300 обращений. Установили мы пока не так еще много, потому что вроде проект уже давний, но это достаточно кропотливая архивная работа, сложно, и не все документы были еще в открытом доступе. Сегодня эти документы каждым разом открываются, доступа все больше становится, и уже намного проще, как говорится, отыскать, помочь. В этой палатке артефакты с мест ожесточенных боев. Их каждый год находят поисковики. Экспонаты впечатляют каждого, кто заглянул сюда. Особый интерес у детей. Для нас, для поисковиков, найти медальон с вкладышем, еще и прочитать, это, наверное, самая главная награда. И, конечно же, найти родственников и оповестить родственников. То есть это такое самое, наверное, важное событие, когда находим останки с медальоном, во весь лес кричат «Ура! Медальон!». То есть это такое радостное для нас событие. Рядом развернулась полевая кухня. Попробовать гречневую кашу с чаем выстроилась длинная очередь. Снегопады не думают прекращаться, но это нисколько не пугает горожан. Все больше и больше людей собирается здесь, на площади, где развернулась выставка военной техники. Но прежде люди подходят к военно-полевой кухне. Все хотят попробовать вкусную кашу. Угощений военные приготовили с запасом. Только чая в этом году привезли 250 литров, чтобы в холодную погоду всех согреть. С собой берут и кушают не по одной тарелке. А в такую погоду все равно народу много подходит. Да, у нас в этом году 3 точки. И везде в большем количестве, конечно, чая, каши очень много сварили. Полевая кухня согрела, настроение отличное. Дальше все переходят к военной технике. Здесь и фотографию на память можно сделать, и даже подняться в кабину. Сегодня мы смотрели парад Победы, и сейчас идем на вечный огонь возлагать цветы. Во-первых, это патриотическое воспитание молодежи. Во-вторых, это знание истории нашей страны и тем более знание таких событий, как Великая Победа над фашистской Германией. Празднование продолжалось в течение дня. На площадках можно было пройти и мастер-классы, и спеть любимую песню. И даже сильный ветер со снегом, что совсем не похоже на майскую погоду, не испортил этот день. Мы снова показали, что нас ничем не напугать и не сломить. Татьяна Супряткина, Артем Соколов, телеканал Юрган.